24-летний Бексултан Анарбек Улу был ранен в ногу во время беспорядков 5 октября. Ему придется еще год пролежать в постели без лечения. Бексултан сейчас живет в квартире в одной из столичных новостроек. Он сожалеет, что больше не может работать. Он старший ребенок в семье, о его родителях никто не заботится. Уже прошло 5 месяцев. В принципе, никуда не выхожу, только постельный режим. Если выздоровлю, я буду искать работу. Сам я ювелир. Я бы обрадовал родителей, если бы смог встать на ноги. В больнице не брали с нас деньги за лечение. Мэрия выделила 20 тысяч. Больше никто не помогал. Другой 24-летний Руслан Кадыралиев был ранен в результате взрыва гранаты в октябре. В настоящее время ему требуется операция за границей. Руслан – бывший строитель. Он тоже прикован к постели последние 5 или 6 месяцев. Операция вот нужна. Половина кости не хватает. Вначале мне помогали с лекарствами. Сейчас со стороны государства никакой помощи нет. Если нужна крупная сумма, то прошу у домашних. Высылают 3-4 тысячи сомов. Было много планов у меня раньше. Между тем, участники октябрьских событий создали общественное объединение «Кыргыз-Умүтү» и просят о помощи пострадавшим в беспорядках. Они написали письмо президенту Садыру Джапарову с просьбой дать правовую оценку октябрьским событиям и присвоить пострадавшим звание Героя Октябрьской революции, потому что им нужен особый статус, чтобы получать помощь от государства. Активисты также требуют придать революционным событиям 5-6 октября 2020 года, которые привели к смене власти в стране, создать революционный комитет иллюстрацию государственной организации. Мы выходили на площадь ради справедливости. Это была наша основная цель, чтобы справедливость восторжествовала, и наша страна начала развиваться ради будущего, ради народа, чтобы не было коррупции. После этого заявления пресс-секретарь президента сделал комментарий по этому поводу. Каждому гражданину, пострадавшему в октябрьских событиях, оказывается соответствующая помощь. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Сам президент Садыр Джапаров предоставит информацию об их заявлении на присвоение звания Герой Октябрьской революции. К слову, Садыр Джапаров, отвечая на вопросы депутатов Джугурку Кенеша, после октябрьских событий дал четкий ответ. Революции не было, были народные восстания. Но пока эксперты отказались комментировать этот вопрос. Айджан Аманова, Гульчиро Казымкулов, Нью ТВ.